Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Давайте вместе начнем урок литературы. Литература, ты прекрасна, ты вдохновляешь нас всерьез. Твоя наука не напрасна, ты символ чувств, ты символ грез. Тема нашего урока — Николай Алексеевич Заболоцкий и его стихотворение «Некрасивая девочка». Откройте страницу 248. Цели урока. Познакомимся с новым произведением Заболоцкого, научимся выделять главное в стихотворении, узнаем, что значит красота для автора. Николай Алексеевич Заболоцкий — замечательный русский поэт-философ XX века. Ребята, подумайте, о чем может говориться в стихотворении с таким названием «Некрасивая девочка». Конечно, о красоте человека. А что такое красота? По словарю Ожегова, красота — это все красивое, прекрасное, все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Вопрос о красоте человека волнует мыслителей, поэтов, художников всех времен и народов, интересен и каждому из нас. Давайте поразмышляем вместе с Николаем Заболоцким о прекрасном. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые, кудри рассыпаны, рот длинен, зубки кривые, черты лица остры и некрасивые. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее, а она ж за ними бегает по следу. Чужая радость, так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется. И девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее не хороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Это стихотворение — одно из лучших в творчестве Николая Заболоцкого. Среди играющих детей поэт увидел некрасивую девочку и детально описал ее внешность. Она похожа на лягушонка, худая рубашонка, черты лица остры и некрасивые. Мгновение спустя автор покорен девочкой. Чувство радости переполняет не только сердце девочки, но и душу поэта. В каждом ее движении видна младенческая грация души, внутренняя красота. Заболоцкий с сочувствием думает о судьбе бедной дурнушки. Ему верить хочется, что она все сумеет преодолеть. Метафорический образ огня, чистого пламени — это выражение красоты и внутренней силы героини. Красота — это огонь, мерцающий в сосуде, то есть в душе человека, живой, дарящий свет, жизнь, надежду. Но может и пустой сосуд быть прекрасным. Поэт приглашает нас к диалогу, и каждый сам должен найти ответ на вопрос, что есть красота и почему ее обожествляют люди.
Подведем итог урока. Красота заключается не в том, чтобы иметь красивое лицо, а в том, чтобы иметь красивые мысли, красивое сердце и красивую душу. Ребята, я хочу, чтобы этот урок стал не просто уроком, а уроком человечности, доброты и чуткости. Хочется верить, что вы, став взрослыми, никогда не утратите огонек своей души, что вы всегда будете стараться за внешним разглядеть внутреннее. Домашнее задание. Выразительное чтение наизусть стихотворения «Некрасивая девочка». Спасибо за внимание и до свидания.